Приветствую участников и наших гостей. Разрешите открыть сегодняшнее мероприятие «Модель Европейского суда по правам человека». Данное мероприятие проходит у нас в рамках Байкальской юридической декады. Предполагается, что сторона заявителей и сторона государства будет доказывать о наличии нарушения Европейской конвенции по правам человека, либо об отсутствии такого нарушения. Перед судьями стоит большая задача определить, действительно ли была нарушена Европейская конвенция по правам человека и вынести постановление. Сегодня у нас в жюри кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права Хашактуев Олег Николаевич. Также кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии, адвокат Адвокатской палаты Республики Бурятия Светлана Кимовна Бураева. И сейчас подойдет еще один член жюри, это кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права, судья Верховного суда Республики Бурятия Семенов Борис Станиславович. Итак, начинаем сегодняшний процесс, ждем наших судей. Саживайтесь. Европейским судом по правам человека слушается дело А против государства Н по жалобе номер 12144/17. Прошу садиться. Предоставляется слово представителям заявителя. Добрый день, уважаемый суд. Добрый день, уважаемые представители ответчиков. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы представляем вам позицию заявителя, чьи права и интересы, гарантированные Европейской конвенцией прав человека, были нарушены государством ответчиком. Статья 3 Европейской конвенции гласит: никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинству обращению или наказанию. 31 июля 2011 года во время нахождения заявителя под стражей в учреждении X он подвергся физическому насилию, а именно его избивали ногами. Впоследствии он был вынужден 2 недели пролежать в больнице. Из медицинских документов, составленных в сентябре 2011 года, следует, что основной причиной его госпитализации являлась язва 12-перстной кишки. Мы считаем, что имело место бесчеловечное обращение, а именно физическое насилие. Кроме того, государством не было проведено эффективное уголовное расследование по данному делу. Как отмечает Европейский суд в деле Асенов против Болгарии, если лицо подверглось незаконному обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, находясь под контролем полиции или других аналогичных органов государства, положение Конвенции требует, чтобы было проведено официальное эффективное расследование. В деле Алексея Борисов против России Европейский суд отмечает, что расследование должно быть эффективным в том смысле, что должно позволить определить, была ли применена сила, было ли это оправдано в рассматриваемых обстоятельствах, а также привести к установлению и наказанию виновных. Как мы видим, в данном случае медицинская справка была составлена только в сентябре 2011 года, то есть по истечении месяца со дня его избиения. Поэтому мы заявляем о прямом нарушении статьи 3 Европейской конвенции, а также о таком нарушении, косвенном нарушении, как непроведение эффективного расследования и своевременного медицинского свидетельствования. Кроме того, как утверждает заявитель, условия содержания в изоляторе X являлись неудовлетворительными. Питание было недостаточным и очень плохим. Санузление было воды. Во время его нахождения в следственном изоляторе с 2010 по 2011 года его заставляли носить оранжевую робу для пожизненных заключенных. Также его раздевали догола и обыскивали всякий раз, когда он покидал свою камеру в учреждении X. Заявитель обжаловал последнюю меру в суд, однако суд отказал в его требованиях, что и подтвердила впоследствии и апелляционная инстанция. Существует огромное количество дел, связанных с неудовлетворительными условиями содержания в следственном изоляторе или в тюремных учреждениях. Существует огромная практика. В деле Калашников против России Европейский суд подчеркнул, что государство должно принимать меры к тому, чтобы лицо содержалось под стражей в условиях, которые совместимы с уважением к человеческому достоинству, а его здоровье и благополучие с учетом практических требований режима лишения свободы должны быть адекватно гарантированы. Недостаточное питание, отсутствие в санузле воды для умывания, для приведения себя в порядок, наличие 2 таких факторов в течение года
безусловно, несет в риск причинения вреда здоровью заявителя, возникновение проблем с пищеварительной, нервной системой, наличие кожных заболеваний и иных негативных последствий. Кроме этого, его принуждали носить оранжевую робу для пожизненных заключенных, что, по нашему мнению, является унижающим достоинством обращения. Напоминаю, что с 2010 по 2011 года заявитель находился в следственном изоляторе, то есть он еще не был признан виновным, и вина его еще не была доказана. Поэтому ношение оранжевой робы уже для пожизненных заключенных создает им чувство страха, чувство предопределенности и заранее проигрышности его уголовного дела. В деле Калашников против России суд отмечает, что обращение с человеком является унижающим достоинством, если оно таково, что вызывает в жертвах такого обращения чувство страха, страдания, неполноценности, которое заставляет себя считать униженными и попранными. А в деле Городничих против России суд отмечает, что даже если не доказано, что рассматриваемая мера была направлена на то, чтобы оскорбить или унизить заявителя, если применение подобной меры не обосновано разумными требованиями общественной безопасности или надлежащего отправления правосудия, это является унижающим достоинством обращения. В ноябре 2013 года заявитель подал ходатайство о том, чтобы его положили в гражданскую больницу для лечения язвы. Однако суд в окончательном постановлении от 20 июня 2014 года определил, что ходатайство не является обоснованным и отклонил данное ходатайство. Мы признаем, что не всякое заявление заключенного о предоставлении ему срочной медицинской помощи и госпитализации может быть удовлетворено. Однако мы просим Европейский суд обратить внимание на сроки рассмотрения его ходатайства, так как заявитель подал ходатайство в ноябре 2013 года, а суд вынес постановление только 20 июня 2014 года. То есть он рассматривал такое заявление в течение 7 месяцев. Может ли это создавать какой-то риск для здоровья заявителя? Безусловно, может. Не только для заявителя, а для других заключенных, которые также, возможно, сейчас нуждаются в медицинской помощи. Кроме этого, во время пребывания в тюрьме заявитель сначала просил у администрации тюрьмы предоставить ему копию материалов личного дела для того, чтобы ходатайствовать перед судом о изменении режима на менее строгий. Администрация отказала ему в предоставлении таких документов. Затем заявитель, не найдя надлежащих доказательств, тем не менее подал ходатайство в суд, и суд отклонил его ходатайство, обосновав это тем, что нет исключительных соображений, по которым в отношении заявителя можно было ввести тюремный режим, предполагающий меньше ограничений. Часть 1 статьи 6 Европейской конвенции гласит, что каждый имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, судом, созданным на основании закона. Право на справедливое рассмотрение дела, безусловно, неразрывно связано с обязанностью государства представить все условия для такого рассмотрения. Здесь же, во-первых, администрация тюрьмы изначально отказала ему предоставить материалы личного дела. Во-вторых, суд сам не истребовал материалов такого дела. Поэтому мы считаем, что здесь имеет место нарушение статей 3 и 6 Конвенции. Спасибо, прошу моих коллег продолжить. Уважаемый суд, уважаемые коллеги, всем нам предоставлено равное право на справедливое судебное разбирательство, но право заявителя на это было нарушено. Заявитель жаловался на производство неправильной оценки фактов и доказательств, а конкретно при рассмотрении дела были засекречены имена 2 свидетелей, которых, как впоследствии оказалось, подтвердить те обстоятельства, которые они сообщили суду, просто не могли. В связи с этим заявителя была направлена жалоба и ходатайство о возобновлении производства по делу, которые были отклонены. Заявитель не мог присутствовать на судебном заседании, поскольку он был не допущен на это судебное заседание, что свидетельствует о нарушении требований пункта 1 и подпункта 3 подпункта D пункта 3 статьи 6 Конвенции. Данная статья гласит, что каждый при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое разбирательство дела судом. И каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него. Исходя из судебной практики, в решении по делу Унтерпертингер против Австрии сказано, что в силу подпункта D пункта 3 статьи 6 Конвенции для осуждения обвиняемого необходимо, чтобы свидетельские показания были озвучены на публичном слушании.
для того, чтобы он имел возможность представить противоположные доводы. Таким образом, если обвиняемый не имел возможности допросить свидетелей, такое ограничение права на защиту несовместимо со статьей 6 Конвенции. Также суд в решении по делу Ваньян против России отметил, что на основании его предыдущей практики, несмотря на то, что присутствие лица при пересмотре дела не всегда обязательно, особенности конкретного разбирательства могут потребовать его присутствия, что особенно важно для уголовного судопроизводства. И также в решении по делу Барткевич против России, как отмечает суд, справедливое судебное разбирательство является более широким понятием. Принцип рассостязательности и равноправия сторон является одним из его элементов. Так данный принцип требует, чтобы каждой стороне были предоставлены разумные возможности получать сведения и предоставлять свои комментарии к доводам либо доказательствам, приводимым другой стороной, а также защищать свои интересы в условиях, которые не ставят его в невыгодное положение по отношению к оппоненту. Исходя из этого, учитывая все факты, изучив практику, нужно сказать, что в данном случае имело место нарушение пункта 1 и подпункта D пункта 3 статьи 6 Конвенции, поскольку заявитель был лишен права участвовать в судебном заседании, и в связи с этим им не было реализовано право допросить свидетелей и представить свои возражения на их показания. Также заявителям была подана жалоба на то, что администрация тюрьмы воспрепятствовала ему исповедовать свою религию. То есть ему запрещалось носить нательный крест. Статья 9 гласит, что каждый имеет право на свободу исповедовать свою религию. Право исповедовать свою религию имеет два аспекта. Это внутреннее убеждение и внешнее выражение. Как раз таки внешнее выражение – это демонстрация принадлежности к своей религии. К примеру, в решении по делу Кокинакис против Греции и еще в ряде других дел суд отстаивает свою позицию, которая состоит в том, что хотя религиозная свобода является в первую очередь вопросом совести, она также подразумевает, среди прочего, манифестацию своей религии, то есть внешнее ее выражение. Свидетельствование делами и словами неразрывно связано с существованием религиозных убеждений. В данном случае формулировка свидетельствования делами совершенно очевидно охватывает ношение нательного крестика. Ограничение, которое предусмотрено частью 2 статьи 9 Конвенции, гласит, что эти ограничения необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и прочего. Но кто-то может сказать, какую же такую общественную опасность может нанести простой нательный крест? Таким образом, мы утверждаем, что явно была нарушена статья 9 Конвенции. Уважаемый суд, коллеги, статья 5 Европейской конвенции гарантирует каждому право на личную неприкосновенность и свободу. 10 мая 2014 года заявитель был заключен в камеру на 6 часов. В тот же день в тюремном учреждении проводилось спортивное мероприятие, в котором заявитель принять участие не смог, поскольку находился в заперти. Заявитель обжаловал данную меру, однако окончательным постановлением от 20 июня 2014 года Национальный суд оставил жалобу без удовлетворения. Как мы все знаем, часть 1 статьи 5 содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым допустимо законное ограничение свободы. В ней перечисляются 6 оснований, однако ни одно из них не соотносится, не подходит под те обстоятельства, при которых заявитель был ограничен в свободе. Обращаясь к практике Европейского суда. Европейский суд в деле Ладен против Польши, Асанидзе против Грузии отмечает, что право на свободу является важнейшим в демократическом обществе правом. В деле Кавкарис против Кипра Европейский суд акцентирует внимание на том, что целью статьи 5 является защита лиц от произвола властей. Поскольку заключение заявителя в камеру являлось незаконным, мы считаем, что его заключение действие властей является произволом. Также, обращаясь к минимальным правилам обращения с заключенными, установленными ООН, в разделе «Физические упражнения и спорт» пункт 21, в котором говорится, что все заключенные имеют ежедневно, по крайней мере, на 1 час
на физические упражнения во дворе на свежем воздухе. В тот день заявитель был лишен данного права. На этих основаниях считаем, что заявитель является жертвой нарушения части 1 статьи 5. Что касается нарушения статьи 8 Европейской конвенции. Статья 8 Европейской конвенции гарантирует каждому право на уважение личной, семейной жизни, жилища и корреспонденции. Заявитель, находясь в тюремном учреждении, пользовался правом на совершение телефонных звонков своим родным, близким, однако данное право было предоставлено ему с определенными нарушениями, которые выразились в следующем. Во-первых, была нарушена конфиденциальность телефонных разговоров заявителя. Также заявитель был ограничен в количестве совершаемых телефонных звонков. Обращаясь к практике Европейского суда. Европейский суд в деле Хорошенко против России указывает, что письма, свидания и телефонные разговоры должны представляться с максимальной степенью часто и конфиденциально. В деле Мейлан против Соединенного Королевства Европейский суд отмечает, что сама практика существования записи телефонных переговоров противоречит статье 8 Конвенции. Запись, передача этой информации без согласия абонента прямо является прямым вмешательством в право, представляемое статьей 8 Конвенции. Итак, мы считаем, что заявитель является жертвой нарушения статей 3, 5, 6, 8 и 9 Европейской конвенции. Мы просим суд вынести справедливое судебное решение и не допустить, чтобы сотни тысяч заключенных продолжали претерпевать нарушения прав, предоставляемых Европейской конвенцией. Спасибо. Спасибо представителю заявителя. Слово предоставляется представителям государства-ответчика. Добрый день, уважаемый суд, уважаемые коллеги. Заявитель жалуется на плохие условия содержания в тюрьме. Вообще, для того, чтобы доказать, что то или иное обращение следует считать противоречащим статье 3 Конвенции, необходимо доказать, что при обращении заявителя достигнут тот самый минимальный уровень, начиная с которого оно считается жестоким. Только при рассмотрении совокупности всех обстоятельств дела можно установить этот уровень для каждого конкретного дела. В данном случае наказание в рамках закона путем изолирования от общества понес заявитель. Это человек, который совершил два особо тяжких преступления. Оставление на дне колодца первого потерпевшего, находившегося в состоянии агонии, и также причинение смерти и нанесение увечий еще одному человеку. Государство на основании вынесенного приговора суда обеспечило заявителю все условия содержания в учреждении, находившемся там с 2011 года. Заявитель не предоставил достаточные доказательства, подтверждающие факт ненадлежащих условий содержания. В данном случае условия содержания заявителя являются удовлетворительными, то есть отсутствовала перенаселенность в камере, также были все созданы условия для сна, постоянно функционировало санитарно-гигиеническое обслуживание. Таким образом, мы считаем, что жалоба в данном контексте является неприемлемой. Обыск с полным раздеванием, на что жалуется заявитель, был совершен в интересах безопасности и предотвращения преступлений, когда заявитель покинул свою камеру. Что касается систематического применения данной меры, то данная информация является неподтвержденной, о чем было вынесено решение от 14 июля 2014 года, а затем подтверждено апелляционной инстанцией от 15 августа 2014 года. В отношении обысков заключенных с раздеванием Европейский суд в постановлении по делу Палашина против Литвы утверждает, что лицо, которое обязано подчиниться обращению такого рода, чувствует ущемление своей личной жизни и человеческого достоинства, особенно когда предполагается, что оно раздевается в присутствии других лиц. Однако такое обращение само по себе не является незаконным. Обыски с раздеванием, а также полные, в некоторых случаях могут быть необходимы для обеспечения безопасности в тюрьме, включая самого заключенного, также для предотвращения беспорядков и предотвращения преступлений. По мнению Европейского суда, чувство произвола, унижающее и наполняющее страхом, которые часто объединяются, и глубокое посягательство на человеческое достоинство, характеризует уровень унижения, который является терпимым, поскольку он является неизбежным. Что касаемо неоказаемой медицинской помощи. Заявитель, ссылаясь на статью 3 Конвенции, жаловался на недостаточность медицинской помощи в связи с отказом властей госпитализировать его для лечения язвы.
Европейский суд в постановлении по делу Худобин против Российской Федерации заявляет, что хотя статья 3 не может быть истолкована как устанавливающая общую обязанность освобождать заключенных по мотивам состояния здоровья, она, тем не менее, возлагает на государство обязанность защищать физическое благополучие лиц, лишенных свободы, в том числе путем оказания им требуемой медицинской помощи. Медицинские заключения свидетельствуют, что заявитель был осмотрен врачом, и ему было назначено лечение. В течение всего срока содержания под стражей заявитель регулярно обращался за медицинской помощью и получал ее. Его медицинская карта подтверждает, что при каждом его недомогании его осматривал врач и назначал ему лечение. И нет оснований полагать, что предполагаемое лечение было ненадлежащим. В медицинском заключении также говорилось, что язва 12-перстной кишки у заявителя не находится в стадии обострения, что он получает достаточную медицинскую помощь с учетом его состояния и регулярно осматривается медицинскими сотрудниками тюрьмы. А уход и лечение, которые ему обеспечиваются, соответствует стандартам ухода и лечения вне тюрьмы. Кроме того, в практике суда суд повторяет, что необоснованное утверждение о том, что медицинская помощь не предоставлялась и что она была задержана или иным образом являлась неудовлетворительной, обычно недостаточно, чтобы привести к возникновению вопроса в соответствии со статьей 3 Конвенции. Надлежащая жалоба должна включать в себя, помимо всего прочего, достаточные ссылки на рассматриваемое состояние здоровья заявителя, соответствующие медицинские предписания, которые заявитель пытался получить, которые были сделаны или в которых было отказано, а также некоторые доказательства или экспертные заключения, которые способны указать на серьезные упущения в оказании медицинской помощи заявителю. Факт того, что ему отказали в помещении в больницу, еще не означает, что имелось нарушение статьи 3 Конвенции, поскольку лечение ему оказывалось в полном объеме, и врачами было установлено, что на данном этапе его нахождение в больнице не требовалось. Кроме того, состояние заявителя из-за того, что его не поместили в больницу, никоим образом не отразилось на состоянии его здоровья, в связи с чем мы заявляем, что жалоба заявителя является неприемлемой по пункту 3 статьи 35 Конвенции, поскольку она является явно необоснованной. Также по поводу соблюдения статьи 3 Конвенции. Возможность содержания под строгим тюремным режимом, однако исключающим возможность пыток бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, устанавливается национальным законодательством каждого государства. Ограничения, установленные в соответствии со строгим тюремным режимом, являются необходимыми ввиду крайне агрессивного характера заявителя. Тем не менее, национальные власти, рассматривающие вопросы исполнения наказаний, в итоге отменили ряд таких ограничений, изменив в апреле 2015 года действующий в отношении заявителя режим на менее ограничительный. Соответственно, обращение, которому он подвергся, не вышло за рамки неизбежного уровня страданий. Также мы не усматриваем нарушение статьи 3, учитывая постепенное улучшение условий заключения и тюремного режима лица, приговоренного к пожизненному заключению. А что касаемо подачи ходатайства по изменению режима на менее строгий, следует указать, что отказ администрации в тюрьмы предоставления материалов личного дела не должен был препятствовать разрешению данного спора. Сам по себе отказ в выдаче копий запрашиваемых документов не ограничивает осужденного в праве ознакомления и снятия за свой счет копий материалов уголовного дела, в том числе через своего представителя, а также с помощью технических средств. Мои коллеги продолжат. Уважаемый суд, уважаемые представители заявителя, я продолжу по статье 6 Конвенции, которая закрепляет процессуальные гарантии на справедливое судебное разбирательство, а также закрепляющая ряд прав обвиняемых в уголовном процессе. Указанная статья не может гарантировать принятие решения в пользу той или иной стороны. Заявитель в качестве основания для пересмотра решения указывает на утрату такого института, как анонимность свидетеля, то есть он исключает такой вид доказательств, как свидетельство анонимных лиц. Что касаемо анонимных показаний, суд может согласиться с ограничением возможности допроса свидетелей в избежание ответных насильственных действий, в избежание эмоциональных переживаний для обеспечения тайны следствия, а также в ситуациях, связанных с болезнью, гибелью или пропажей данного лица. Считая нежелательным, чтобы показания, уже полученные от таких свидетелей, оказывались единственным или решающим основанием для принятия решения судом. Суд, тем не менее, готов согласиться с такой возможностью, если убежден в достаточной гарантии от неправосудного решения. Европейский суд в своих решениях неоднократно указывал на то, что такие анонимные сведения, предоставленные данными лицами, не могут являться главным
являющимся основанием, оказывающим решающую степень в принятии решения. И в данном деле представляется достаточно очевидным, что Национальный суд, вынося решение о виновности, не руководствовался исключительно или в решающей степени показаниями данных свидетелей. Тем самым просим указать, что заявитель не указал в достаточной мере конкретное нарушение статьи 6 Конвенции, следовательно, в этой части жалоба также является явно необоснованной и должна быть отклонена в соответствии с подпунктом А, пункта 3, пункта 4 статьи 35. Что касаемо нарушения права заявителя исповедовать свою религию путем лишения его права носить нательный крест, то данное вмешательство со стороны тюрьмы удовлетворяло следующие условия. Оно предусмотрено законом государства, а также внутренним распорядком тюремного учреждения, а также оно являлось и носило такие цели, как: не исключено то, что данный металлический предмет на цепочке или на веревке мог являться орудием совершения преступления, мог использоваться в качестве отмычки, который мог способствовать побегу заключенного из данного исправительного учреждения, либо мог быть использован в качестве заточки, либо удавки, что могло причинить вред не только самому осужденному, но также его сокамерникам, либо другим лицам. Так, что касаемо того момента, что заявителю не было запрещено посещение религиозных семинаров, и по делу ни разу не оспаривался тот факт, что он мог пользоваться религиозными книгами, то есть читать их, молиться, либо посещать священника. Таких моментов не было. И мы уже указали о том, что данное ношение крестика могло способствовать совершению какого-либо преступления. Принимая во внимание изложенные мной соображения, полагаем, что ограничение перечня предметов, которые заключенные могут иметь в своих камерах путем исключения из него вещей, таких как нательный крест, не являющихся необходимым для исповедания религии, является соразмерной реакцией на необходимость защиты прав и свобод других лиц. Также мы можем привести такую прецедентную практику, как дело Чаплин. Женщина, госпожа, она являлась медицинским сотрудником. Ей запрещалось ношение нательного креста, она указывала на тот факт, что это является символикой, принадлежащей ее религии, но руководство данной клиники говорило, что данный крест мог наносить увечья ее пациентам. Следует акцентировать внимание на том, что данное лицо проверяется постоянно, периодически проверкам, а заявитель носил явно агрессивный характер, его внутренние качества являются явно... Он являлся агрессором, и если бы он был достаточно вменяемым лицом, он бы не совершил такое тяжкое преступление, как убийство и нанесение увечья лицам. Таким образом, с учетом приведенных выше соображений и всех материалов, которым мы располагаем в той мере, в какой обжалуемый по делу вопрос относится к его компетенции, можно привести к выводу, что они не указывают на какое-либо нарушение прав и свобод, предусмотренных Конвенцией и протоколов к ней. Тем самым мы склоняемся к тому, что жалоба должна быть отклонена под пункту А, пункта 3 и 4 статьи 35. Спасибо. Уважаемый суд, уважаемые коллеги, заявитель, ссылаясь на пункт 1 статьи 5 Конвенции, утверждает о незаконности примененной в отношении него дисциплинарной меры наказания, связанной с содержанием в камере. Статья 5 Конвенции гласит: каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и никто не может быть лишен этой свободы, иначе как в случаях, предусмотренных законом. А что касается законности применения в отношении заявителя дисциплинарной меры наказания, то согласно европейским пенитенциарным правилам,
от редакции 2006 года сказано, что в отношении заключенных в исключительных случаях возможно применение особых мер безопасности, а также дисциплинарных мер наказания. Из материалов дела известно, что 10 мая 2014 года заявителем и другим заключенным были нарушены правила дисциплины, указанные в тюремных правилах данного тюремного заведения, вследствие чего они были подвергнуты дисциплинарной мере наказания. Стоит отметить, что Европейский суд по правам человека не раз в своих решениях отмечал, что дисциплинарные меры, введенные формально и неформально, которые влияют на условия содержания под стражей в тюрьме, не могут считаться лишением свободы по смыслу статьи 5 Конвенции. Такие меры должны рассматриваться в нормальных условиях как модификация условий законного задержания. И, следовательно, они не подпадают под статью 5 Конвенции. Такое же мнение вынес суд в деле Болан против Соединенного Королевства, где Анджела Болан нарушила дисциплину в камере, а именно пинала дверь, оскорбляла должностных лиц, за что была продержана в своей камере дольше обычного, и суд не счел такую меру дисциплинарного наказания, как лишение свободы. Следовательно, в этой части жалобы является явно необоснованной, и она должна быть отклонена в соответствии с подпунктом А пункта 3 пункта 4 статьи 35 Конвенции. Также, что касается жалобы по статье 8, которая касается конфиденциальности телефонных разговоров и ограничения количества звонков. Считаем, что права заявителя нарушены в этой части не были, так как эти меры были направлены на то, чтобы все заключенные могли осуществить свое право на пользование телефоном. То есть, чтобы у каждого заключенного была возможность и было время совершать телефонные звонки. Кроме этого, помимо запланированных звонков, заявителю предоставлялось право совершать экстренные вызовы. Также считаем, что основная цель регистрации набираемых номеров была более чем обоснована, так как прежде всего она была законной, и также она была направлена на то, чтобы удержать правонарушителя от совершения новых правонарушений, то есть была направлена на обеспечение безопасности и предотвращение беспорядков или преступлений. Стоит отметить, что в меморандуме Европейского комитета против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания от 27 июня 2007 года под названием «Фактическое и реальное пожизненное заключение свободы» закрепляется положение о том, что возможность совершать телефонные звонки должна быть широкодоступной для лиц, приговоренных к пожизненному или долгосрочному заключению. Однако, если имеются опасения, что такие телефонные разговоры будут осуществляться для совершения преступлений, планирования побега или для других целей, угрожающих безопасности, они могут подвергнуться мониторингу. Заключенные должны быть об этом проинформированы. Также известно, что пункт 2 статьи 8 устанавливает допустимые случаи вмешательства со стороны публичных властей. Такое вмешательство должно быть предусмотрено законом, также должно преследовать одну из легитимных целей, указанных в пункте 2, и являться необходимым в демократическом обществе. Что касается законности, то в понятие «закон», на котором должны основываться действия властей, Европейский суд, помимо правовых актов и неписанного права, включает приказы, инструкции, а также тюремные правила. И это подтверждается практикой Европейского суда по делу Голдер против Соединенного Королевства. Поэтому мы считаем, что вмешательство публичных властей определенно считается преследующим правомерные цели, перечисленные в пункте 2 статьи 8. Данные действия были законными, так как они перечислены в тюремных правилах. И они проводились в соответствии с целями и в интересах безопасности, а также для предотвращения беспорядков и преступлений. Следовательно, требования статьи 8 нарушены не были. Таким образом, уважаемый суд, на основании изложенного государство считает, что жалобы по статьям 3, 6 и по пункту 5 статьи 5 не являются приемлемыми, а требования по статье 8 и 9 не были нарушены. Спасибо. Мы благодарим представителей государства и сейчас предоставляем стороне заявителя право задать свои вопросы.
сначала. Представители государства, что касается нарушения статьи 5 Конвенции, вы указываете, упоминаете дело Анджела Болан против Соединенного Королевства. Скажите, пожалуйста, какое время она находилась? На протяжении какого времени Анджела Болан находилась в камере? И соотнесите с продолжительностью, с тем количеством времени, которое заявитель по данному делу находился в камере. И что касается нарушения статьи 8 Конвенции, назовите те основания, по которым возможно полагать, что заявитель был в состоянии, мог совершить новые правонарушения. Что касается 6-й конвенции, признаете ли вы, что имена свидетелей были засекречены, вследствие чего заявитель не смог осуществить свое право представить возражение на их показания? Также не считаете ли вы, что это является прямым нарушением статьи 6, а именно пункта 1 и подпункта D пункта 3 статьи 6 Конвенции? И не считаете ли вы, что был нарушен в данном случае принцип состязательности? И что касается статьи 9, вы утверждаете, что пресса может создавать общественную опасность, нанести общественный вред. Каким образом? Касаемо нарушения статьи 3, а также в совокупности статей 3 и 6 Конвенции, вы заявляете, что заявитель каждый раз, когда заявитель раздевали догола для осуществления обыска, вы сами указывали, так как Валентина в своей речи сама указывала то, что должны быть основания. Какие существуют основания для предположения, какие существуют основания для такого обыска, для подобного обыска? То есть при раздевании догола и для полного обыска существуют ли у вас подобные основания? Кроме того, касаемо ходатайства заявителя о предоставлении ему срочной медицинской помощи и его госпитализации, вы сказали, что это не принесло ему никаких, не имеется значительного ущерба и никакого физического вреда ему причинено не было. Не считаете ли вы, что здесь имеются и духовные страдания, ввиду того, что заявитель вынужден был в течение 7 месяцев ждать ответа на свое ходатайство, того, что он сам еще не знал до конца, на какой стадии находится его болезнь, так как он опирался на собственные скорее, ощущения, а ответ на ходатайство по-прежнему не было. И вы заявляли, что действия администрации при отказе заявителю предоставить копию материалов личного дела, тем не менее, не ограничивали его возможности для изыскивания других доказательств. Не считаете ли вы, что это противоречит все-таки не только нормам международного права, но и нормам конституционного права многих государств, в котором органы государственной власти обязаны предоставлять необходимые доказательства, так как суд имеет обязанность истребовать доказательства, так и государственные органы, должностные лица обязаны предоставлять соответствующую информацию. Спасибо. Слово для того, чтобы задать вопросы стороне заявителя, предоставляется представителям государства-ответчика. Что касаемо статьи 3 Конвенции, первый вопрос. Почему заявитель отказался сообщить подробные сведения, которые могли бы пролить свет на события 31 июля 2011 года и почему не обжаловал постановление в национальных судах?
Следующее. Следует учитывать, что заявитель осужден за особо тяжкое преступление и находится в местах лишения свободы. Не исключаете ли вы, что действия, производимые в отношении заявителя, могли предотвратить попытку совершения нового преступления, учитывая его агрессивный характер? Во время содержания под стражей заявителю была оказана необходимая медицинская помощь. За состоянием здоровья следили врачи, и в Москве его регулярно ему предоставлялось лечение. Назовите основания для перевода в гражданскую больницу данного лица. Что касаемо статьи 6, имеет ли решающее значение истребование доказательств ввиду того, что усиленный режим был изменен на менее ограничительный? Что касаемо статьи 8, ущемлялись ли права заявителя на пользование телефоном по отношению к остальным заключенным? То есть была ли такая ситуация, когда заявителю было предоставлено меньшее количество звонков, чем другим осужденным? И что касаемо статьи 9, почему вы утверждаете, что данная статья была нарушена? В данном пункте, поскольку не запрещалось ему читать религиозные книги, посещать религиозные семинары, и по делу вы ни разу не оспаривали этот факт. Спасибо. Суд оглашает свои вопросы представителям сторон. В каких условиях содержался заявитель? Каким образом администрация тюрьмы препятствовала заявителю исповедовать свою религию, кроме ношения нательного креста? Была ли в последующем оказана должная медицинская помощь со стороны администрации тюрьмы после избиения? Каким образом администрация тюрьмы препятствовала вероисповедованию подсудимого? Суд объявляет 15-минутный перерыв. Встать, суд идет. Прошу садиться. Слово для ответа предоставляется представителям стороны заявителя. Статья 3. Почему заявитель отказался сообщить подробные сведения, которые могли бы пролить свет на события 31 июля 2011 года, и почему не обжаловал постановление в национальных судах? Заявитель не обжаловал постановление прокурора в национальных судах. Это так. Однако мы просим Европейский суд обратить внимание на то, что в практике Европейского суда существует не одно дело, по которому исчерпание внутренних средств правовой защиты было признано Европейским судом необязательным критерием, или критерием, при котором жалоба, тем не менее, является приемлемой для рассмотрения, ввиду того, что внутренние средства правовой защиты должны отвечать такому критерию, как эффективности. В деле Сидорик против Италии суд отметил, что заявитель может быть освобожден от обязанности исчерпывать доступные внутренние средства правовой защиты. В деле Аксой против Турции суд указал, что требование об исчерпании не применяется в случаях, если доказано наличие административной практики, выражающейся в повторении нарушающих конвенцию действий и попустительстве официальных властей, что превращает любую процедуру бесполезную или неэффективную. А так как в материалах дела указано, что в данном государстве сложилась определенная практика, при которой суды не могут обязать прокурора возбудить уголовное дело, заявитель, соответственно, не обжаловал постановление прокурора, так как это вообще было неэффективное средство внутренней правовой защиты. И это указано в материалах дела, в сложившейся судебной практике. А касаемо отказа заявителя сообщить о каких-то иных обстоятельствах дела, заявитель, тем не менее, пытался получить медицинские документы, пытался как-либо возбудить уголовное дело, однако прокурор ему в этом отказал, в связи с чем мы считаем, что при эффективном рассмотрении государством
данного дела. К примеру, при эффективном расследовании и медицинском содействии невозможно, вопрос стоял бы по-другому. Потому что тогда уже, если бы государство само бы начало расследование, должное расследование, можно было бы говорить о действии заявителя. Следует учитывать, что заявитель осужден за особо тяжкое преступление и находится в местах лишения свободы. Не исключаете ли вы, что действия, производимые в отношении заявителя, могли предотвратить попытку совершения нового преступления, учитывая его агрессивный характер? Мы просим Европейский суд обратить внимание на то, что государство-ответчик Валентина, Полина неоднократно в своей речи ссылались на тяжесть преступления, совершенного заявителем, а также на его агрессивный характер. Однако вообще тяжесть совершенного преступления не отменяет норм международного права, который действует в отношении заключенного. Агрессивный характер самого заявителя, тем не менее, не говорит о том, что он собирается совершать какое-то новое преступление. Это наоборот, государство должно располагать достаточными основаниями для того, чтобы достаточными фактами, доказательствами, иными основаниями, которые подтверждали то, что заявитель собирается совершить какое-то новое преступление. У стороны государства таких доказательств нет. Государство, как вы могли заметить, само ссылается исключительно на агрессивный характер заявителя и тяжесть преступления. А это никаким образом не влияет на условия содержания или отношения к нему. Во время содержания под стражей заявителю была оказана необходимая медицинская помощь. За состоянием здоровья следили врачи в полном объеме, ему регулярно представлялось лечение. Назовите основания для перевода в гражданскую больницу данного лица. Что касаемо оснований для перевода заявителя, заявитель подал ходатайство в суд. В материалах дела, ни в меморандуме государства, ни в нашем меморандуме не содержится столь подробного рассмотрения, какое именно ходатайство подал заявитель и доказательства, на которые он ссылался. Тем не менее, факт того, что он подал ходатайство, тем не менее, содержится в материалах дела. Это во-первых. А во-вторых, срок государство 7 месяцев рассматривало ходатайство заявителя. Это невозможно не обратить внимание на этот факт. Поэтому основания для перевода сейчас, безусловно, в материалах нашего дела и вашего их нет, однако оно содержалось в ходатайстве, так как мы не рассматриваем данное дело столь подробно до всех мелочей, которые он указался в ходатайстве. Факт того, что было ходатайство. Просим отметить. Что касаемо статьи 6, имеет ли решающее значение из требования доказательств ввиду того, что усиленный режим был изменен на менее ограничительный? Имейте в виду, что режим был... В конечном итоге он же был изменен? Да, в конечном итоге, как говорит государство, режим сменили с усиленного на полуоткрытый, где-то на менее ограничительный. Однако, тем не менее, это не отменяет того, что в прошлом было нарушение. В прошлом администрация действительно не предоставила ему необходимых доказательств раз. Суд не истребовал данные доказательства два. То есть, если государство в итоге сменило режим, что, получается, нам нужно забыть о первоначальном нарушении части 1 статьи 6 Конвенции, и все то время, что заявитель все-таки пребывал в режиме более строгом, когда, возможно, он получил бы режим менее ограничительный куда раньше, если бы ему предоставили это право сразу. Ваши слова не исключают того, что действия государства, тем не менее, составляют нарушение части 1 статьи 6 Конвенции. Статья 8. Ущемлялось ли право заявителя на пользование телефоном по отношению к остальным заключенным? То есть, была ли такая ситуация, когда заявителю было предоставлено меньшее количество звонков, чем другим заключенным? Исходя из обстоятельств дела, известно, что регистрация телефонных звонков применялась, такая мера применялась ко всем заключенным в тюремном учреждении. В упомянутых вами международных правовых актах практики Европейского суда вы отмечаете, что данная мера может применяться в исключительных случаях, когда имеется подозрение. Но поскольку данная мера применялась ко всем абсолютным заключенным, не считаете ли вы, что это является нарушением
статьи 8 Конвенции. Я все же ответила на наш вопрос. Так, хорошо. Что касаемо статьи 9, почему вы утверждаете на нарушение данной статьи, поскольку заявителя не ограничивали в чтении религиозных книг, посещении религиозных семинаров, посещении священника, и по делу вы ни разу не оспаривали этот факт? Мы просим обратить внимание на то, что в материалах дела не имеется каких-либо сведений о том, что разрешалось или запрещалось заявителю читать религиозные книги, посещать семинары и прочее. Почему не обжаловали? В соответствии с практикой Европейского суда, исчерпание средств внутренней правовой защиты является обязательным критерием, если данные внутренние правовые средства эффективны. В данном случае мы наблюдаем, что внутренние средства правовой защиты не были эффективны. Сколько раз было рассмотрено дело без его участия? 3. Сколько же раз были отклонены ходатайства? Множество раз. Поэтому в данном случае статья 9 была нарушена. Слово для ответа на вопрос предоставляется представителю государства ответчика. Так, что касается статьи 6. Признаете ли вы, что имена свидетелей были засекречены, вследствие чего заявитель не смог осуществить свое право представить возобновленные показания? Что касаемо анонимных показаний, суд может согласиться с ограничением возможностей допроса свидетеля во избежание ответных насильственных действий, во избежание эмоциональных переживаний, для обеспечения тайны следствия, а также в ситуациях, связанных с болезнью, гибелью или исчезновением свидетелей, считая нежелательным, чтобы показания, уже полученные от таких свидетелей, оказались единственным или решающим основанием для осуждения обвиняемого. Суд, тем не менее, готов согласиться с такой возможностью, если убежден в достаточности гарантий от неправосудного решения. Также по данному делу указано, что показания анонимных свидетелей являются второстепенными, вторичными, поскольку постановлением от 20 ноября 2014 года, которое было доведено до сведения заинтересованных лиц 1 декабря 2014 года, Верховный суд оставил эту жалобу без удовлетворения, поскольку посчитал, что указанные заявителем сведения нельзя рассматривать в качестве вновь открывшихся обстоятельств, так как показания анонимных свидетелей подтвердили иные доказательства, причастные заявителя к убийству. Еще вопрос. Вообще, право, это как дополнение к этому вопросу, что я не до конца озвучила. Вообще, статьей 6 Конвенции предусмотрено право, что каждый обвиняемый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей, иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него. Не считаете ли вы, что в данном случае заявитель явился жертвой прямого нарушения статьи 6 Конвенции? Ранее уже говорилось о том, что в данном деле представляется достаточно очевидным тот факт, что Национальный суд, внося решение о виновности, не руководствовался исключительно или в решающей степени показаниями указанных анонимных свидетелей и впоследствии ставших известным свидетелем, то есть заявителя, прошу прощения. То есть они, в принципе, как такового решающего значения не оказали. Решение принималось в отношении других обстоятельств дела. И что касается статьи 9, вы утверждаете, что арест может создавать общественную опасность и нанести общественный вред. Каким образом? В своем выступлении это также было озвучено. Я говорила о том, что крестик на цепочке или на веревочке мог являться орудием, средством совершения какого-либо преступления, либо для побега, либо для причинения вреда здоровью или причинения смерти какому-либо лицу. Потому что с помощью данного нательного крестика он, в принципе, мог взломать дверь камеры. Преступник с помощью веревки от креста мог нанести себе телесное повреждение и причинить смерть какому-либо другому лицу. Я думаю, достаточно исчерпано доказательство.
статьи 5 по времени задержания Анжелы Боланд и по рассматриваемому делу заявителя. Известно, что Анжела Боланд содержалась в камере чуть дольше обычного, а именно час 40 минут. Но, уважаемый суд, прошу обратить внимание, что сравнивать эти две ситуации недопустимо, так как при назначении дисциплинарного наказания должны учитываться такие важные факты, как тяжесть нарушения, а также пол нарушителя. А в нашем деле также прошу обратить внимание на то, что в деле рассматривается вопрос о том, явилось ли именно дисциплинарное наказание лишением свободы. В своей практике Европейский суд утверждает, что дисциплинарные меры наказания не могут считаться лишением свободы по смыслу статьи 5 Конвенции. По статье 8 основания полагать, что заявитель совершит новое правонарушение. Основанием опасения, что заявитель может совершить новое правонарушение, является то, что прежде всего заявитель обладает агрессивным характером. Также следует учитывать, что тот факт, что заявитель был осужден за достаточно тяжкое преступление. Также это преступление было связано с бизнесом, что предполагает под собой некие связи, с которыми он мог контактировать, и что дает основание, что он по телефону мог, допустим, планировать побег. Касаемо нарушений статьи 3 и статьи 3 и 6 совокупности. Государство, ответчик, непосредственно сами утверждает о том, что для полного обыска необходимо основание. Были ли у государства основания для подобного обыска? То есть полного обыска заявителя с раздеванием. Первое такое важное основание то, что у заявителя был крайне агрессивный характер. То есть обыск проводился для того, чтобы исключить какие-то у него предметы, с помощью которых могли совершаться преступления в тюремной камере, и для обеспечения безопасности в целом, предотвращения беспорядков. Хорошо. В своей речи вы также утверждали, что рассмотрение, что не оказание медицинской помощи, а именно госпитализация заявителя не принесло ему физического вреда. Однако не считаете ли вы, что подобный срок, 7-месячный срок рассмотрения его ходатайства о госпитализации не приносит ему и духовных страданий, а именно страха, так как на момент подачи ходатайства он считает, что он нуждается в госпитализации? За время всего, за весь период рассмотрения ходатайства ему оказывалась медицинская помощь. То есть основания для физических страданий у него не было, а следовательно и моральных страданий тоже не было. Так как осуществлялась забота его здоровья. Хорошо. Также вы утверждаете, что действия администрации, а именно отказ в предоставлении копий материалов личного дела заявителю, не ограничивают возможности заявителя все-таки иным образом получить доказательства, как вы указали, через адвоката или иными способами. А не считаете ли вы, что вообще подобные действия администрации в отказе в предоставлении документов являются нарушением прав заявителя? Мы считаем, что это не противоречит нормам права, потому что время доказывания лежит на самой стороне. То есть заявители могли истребовать доказательства. Украли бы? Почему не знали? Через представителя можно было? Спасибо. Была ли в последующем оказана должная медицинская помощь со стороны работников тюрьмы? Вопрос государства. Можно еще раз? Была ли в последующем оказана должная медицинская помощь со стороны работников тюрьмы? Да, была. Каким образом? Заявителя регулярно осматривал врач, в его медицинскую карту постоянно вносили сведения о его состоянии здоровья. Вопрос заявителю. Сколько звонков разрешалось заявителю
момент нахождения в заключении. Простите, уважаемый суд, однако в материале дела мы не указываем конкретное количество звонков, однако, тем не менее, учитывая те стандарты, которые предоставляются нормами международного права, и учитывая вообще в целом желание заявителя, мы считаем, что и заявитель наш считает о том, что его право на вообще на какое-либо количество телефонных звонков было ограничено. И также его звонки регистрировались, и на это составляет, именно регистрация звонков в основном составляет нарушение статьи 8 Конвенции. Каким образом администрация тюрьмы препятствовала заявителю исповедовать свою религию, кроме ношения нательного креста? Как и в прошлый раз, мы просим Европейский суд обратить внимание на то, что в материалах дела нет каких-либо указаний, которые бы доказывали или опровергали то, что государство разрешало ему читать религиозные книги или посещать духовные семинары. В материалах дела не указано. Нет каких-либо доказательств, подтверждающих или опровергающих этот факт. Мы говорим о нарушении, выражающемся в запрете носить нательный крест. Мы считаем, что это достаточное нарушение статьи 9 Конвенции. Именно как свобода выражать свое мнение, выражать свою религию, манифестация своей религии. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Суд идет. Оглашается постановление суда по делу А против государства Н. Европейский суд по правам человека, 4-я секция, заседая палаты, в состав которой вошли Чингис Ухсанов, председатель, Туяна Суворова и Ирина Каест, судьи, проведя заседание 8 декабря 2017 года, выносит следующее постановление, утвержденное в указанный день. Касательно предполагаемого нарушения статьи 3 Конвенции. Из представленных заявителем медицинских документов, составленных в сентябре 2011 года, следует, что основной причиной его госпитализации была прежде всего язва 12-перстной кишки. Позднее заявитель, ссылаясь на медицинскую справку 2013 года о межпозвонковой грыже и справку от 1 февраля 2014 года о нарушении работы голосовых связок, подал несколько жалоб о возбуждении уголовного дела по факту предлагаемого избиения. Правительство никак не прокомментировало факт задержки выдачи справки медицинского освидетельствования. Также никем из сторон не были предоставлены дополнительные документы, такие как медицинская карта заявителя или заключение врача пенитенциарного учреждения. По приемлемости суд отмечает, что довод правительства о том, что заявитель не обратился в суд с обжалованием действий прокурора, непосредственно затрагивает его существо жалоб на нарушение статьи 3 Конвенции. В силу сложившейся практики Национальный суд не может обязать прокурора возбудить уголовное дело. Однако, исходя из нормативных предписаний закона, у заявителя была возможность для подачи жалобы в суд. Количество отказов в удовлетворении жалобы не является свидетельством неэффективности внутринациональной защиты. По существу, суд отмечает, что протяженность между событиями и датами медицинского освидетельствования создает такие условия, при которых клиническая картина и медицинская квалификация физического состояния больного не представляется достаточно обоснованной в части выявления причины возникновения указанной симптоматики. Тем не менее, суд отмечает, что заявитель должен, вне всяких разумных сомнений, доказать факт предполагаемого бесчеловечного обращения. Даже в тех случаях, когда жестокое или бесчеловечное обращение имеет место в период содержания под стражей, и государство обязано достоверно и правдоподобно объяснить
наличия появившихся травм, изначально бремя доказывания лежит на тех, кто заявляет нарушение статьи 3. Суд ссылается на постановление по делу Инделикато против Италии. Что касается иных предполагаемых нарушений статьи 3 Конвенции. Заявитель жалуется на унижающее достоинство условия содержания в изоляторе X, на недостаточное питание, на то, что каждый раз его обыскивают раздевают догола и обыскивают. По этому поводу суд считает, что если задержанных подвергают полному обыску с раздеванием, можно жаловаться на неоправданность такой меры соображениями безопасности или ее непроведение максимально щадящим достоинство человека образом. В этом случае досмотр с полным раздеванием, в котором нет необходимости, будет расценен как унижающее достоинство обращения. Что касается условий содержания под стражей, то суд неоднократно отмечал, что доступ к базовым человеческим потребностям должен быть обеспечен в любых государственных учреждениях. Ношение оранжевой робы суд считает недостаточным основанием для подпадания под сферу действия статьи 3 Конвенции. Касательно перевода в гражданскую больницу, правительство в своем объяснении ссылается на медицинское заключение, в котором констатируется стабильное состояние больного и факт постоянного наблюдения за состоянием его здоровья. Несмотря на то, что заявитель подавал ходатайство о переводе его в гражданскую больницу, не было предоставлено материалам дела каких-либо копий, подтверждающих его тяжелое состояние, не говоря уже о тяжелых духовных страданиях. Предполагаемое нарушение статьи 5 Конвенции. Сама статья 5 звучит: каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом. В деле Безотто против Греции суд отмечает неприменимость статьи 5 Конвенции к тем людям, которые содержатся под стражей по приговору, вынесенному компетентным судом. Суд, устанавливая, имело ли место ограничение свободы, не пытается выяснить, для каких целей оно применялось, хотя этот аспект может быть значимым при последующем выяснении оправданности лишения свободы по одному из подпунктов пункта 1 статьи 5. С другой стороны, суду важно знать, в каком контексте принималась обжалуемая мера. Заключение в камеру на срок 6 часов и отсутствие в связи с этим у заявителя возможности участвовать в спортивных состязаниях суд не счел достаточными для рассмотрения в контексте данной статьи. Касательно предполагаемого нарушения статьи 6 Конвенции. Заявитель просит возобновить производство по делу ввиду открытия новых обстоятельств, а именно раскрытия имен ранее анонимных свидетелей по делу. В этой связи суд напоминает, что согласно устоявшимся прецедентам, статья 6 не применяется в спорах о возобновлении производства по уголовному делу, учитывая, что претендент на возобновление, в отношении которого приговор вступил в силу, уже не является обвиняемым в уголовном преступлении по смыслу данной статьи. Касательно жалобы о режиме содержания, который впоследствии был изменен, заявителем мы считаем, что не были исчерпаны все средства национальной защиты, а именно обжалование в вышестоящую судебную инстанцию. Заявитель жалуется на нарушение конфиденциальности его телефонных разговоров и на ограничение их количества. Представителями заявителя не было указано непосредственно конкретное количество. Заявитель не смог назвать то самое количество и степень его ограничения. Однако суд считает, что право, гарантированное данной статьей, является одним из ключевых прав личности. Но в силу части 2 статьи 8 вмешательство публичных властей в осуществление этого права
определяется правомерностью целей ограничения. Мы исходим из специфики пенитенциарного учреждения и наличием правомерной цели, выраженной в обеспечении национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и жизни других лиц. Данная мера применяется судом в целях общей превенции, а именно недопущение осуществления подготовительных мероприятий, которые будут способствовать подготовке новых общественно опасных и противоправных деяний. Касательно нарушения статьи 9. Заявитель жалуется, что со стороны администрации были приняты меры, препятствующие заявителю исповедовать собственную религию. Однако в связи с этим суд отмечает, что право исповедовать свою религию имеет две стороны. Суд приходит к выводу, что администрация пенитенциарного учреждения не посягает на внутреннюю сторону этого права, а именно ограничивает во внешнем выражении этого права, которое заключается именно в ношении нательного креста, который может послужить предметом, который можно использовать для удушения и нанесения иных увечий. На этих основаниях суд единогласно приобщает к делу возражения правительства, объявляет приемлемой жалобу на то, что условия содержания под стражей и заключения были унижающими достоинства, остальную часть жалобы считает неприемлемой. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции. Постановляет, что в течение 3 месяцев со дня вступления постановления в силу в соответствии со статьей 44 Конвенции государство-ответчик обязано выплатить заявителю 9000 евро плюс все налоги. Также государству-ответчику необходимо обеспечить учреждение соответствующим водоснабжающим оборудованием и обеспечить организацию питания в соответствии с международными стандартами. Прошу садиться. Что сегодня вы провели, я так понимаю, да, по инициативе кафедры международного права в лице Станислава Юрьевича, конечно, это очень полезное было у вас судебное заседание. Маленькое, но, на мой взгляд, все-таки существенное, может быть, даже не замечание, а вот мой комментарий в том, что почему-то вы, стороны, то есть, сегодня не представляли доказательства. Да? Вспомнили об этом сейчас хотя бы, да? И вот сейчас как раз в решении суда прозвучало о том, что, в частности, не представлена стороной копии документов, да, подтверждающие состояние здоровья заявителя. Так примерно было указано в решении. Так вот, надо было, видимо, представлять доказательства не только подтверждающие состояние здоровья, а, собственно говоря, все обстоятельства, на которые вы ссылаетесь. Да? И поэтому, потом тогда, я понимаю, что такое исследование доказательств, безусловно, бы значительно даже затянуло бы, да, само по себе заседание, поэтому, возможно, в следующий раз это можно просто не то, чтобы их представлять, но оглашать. Допустим, вы говорите, нарушение статьи 3, да, в том-то, и это подтверждается такими доказательствами. И представьте себе на ваши эти заявления, естественно, государство-ответчик будет тоже отвечать. И таким образом, я думаю, вы получили бы опыт участия в состязательном именно процессе. Вот. А так все молодцы. Я лично выражаю еще удовлетворение от того, что, видя ваши ответы и ваши заявления, мы понимаем, что вы, подготавливая и готовясь к этому судебному заседанию, изучили как раз прецедентную практику Европейского суда. А это очень важный итог, я думаю, результат вашей работы. Потому что прецедентная практика Европейского суда, она используется и в нашей российской судебной практике. Поэтому уверена, что такая работа, конечно, необходима. Поэтому желаю вам и в дальнейшем проводить такие же заседания, придумывать фабулу. Вот сегодняшняя фабула, она даже интересна и полезна тем, что здесь есть и нарушения, касаемые допустимости доказательств, да,
справедливого судебного разбирательства. Что еще у нас сегодня было? Да, ну и других, вы сами помните, 3, 5, 6, 8 статья, на которые обычно жалуются наши россияне, и которые чаще всего как раз и признаются нарушением. Но почему-то еще, может быть, можно в следующий раз, например, еще о чем вы только просили признать жертвой, а компенсацию взыскать от государства-ответчика тоже можно было бы, да? Ну все, поэтому в целом я вообще очень довольна, что поучаствовала. Спасибо за приглашение, Станислав Юрьевич. И я вижу, что очень полезную работу вы сами провели, изучая практику Европейского суда. Спасибо вам. Я очень сожалею, что опоздал. Колоссально сожалею, честно слово. Вот, не все услышал. Небольшие начну замечания, потом буду хвалить до бесконечности. В выступлениях сторон часто звучало государство. Если вы видите практику Европейского суда, там называется власти, или statement по-английски, власти, или же еще как правительство, да, периодически. Государство, как государство, оно не звучит. Ну, это такие чисто редакционные вещи. Безусловно, я согласен, слабая была позиция по религии. Я понял, когда фабулу читал заранее, да, я понял, что мы набросали туда для фабулы и то, и другое, и третье, чтобы было интереснее, безусловно. Но вот религию можно было, практика Европейского суда очень обширна в этой части, можно было этот крестик дожать. Ну, нам же понятно, что крестиком и бараницу можно, правильно говорили представители властей о том, что... Но там дожать, вот суд правильно сказал, в религии же главное внутреннее состояние души, а не внешние показатели. Анонимные свидетели, я, честно говоря, не специалист в Уголовном процессуальном кодексе, в отличие от Сергея, есть ли такое понятие, но я точно знаю, что в гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации такого понятия нет и быть не может. Вот. Духовные страдания, вот перейду к трактовке суда. Духовные страдания – это неверный перевод с английского, душевные, может, страдания. Ну а в нашем законодательстве это называется моральные, нравственные страдания. Дальше. Очень мне понравилось в решении суда упор на законную цель действий государства, действий властей. Если эта цель законная, при балансе частных публичных интересов, публичный интерес он всегда переваливает. Это та гирька, которая железным образом может лечь. Я вот очень жалею, что, представляя интересы Российской Федерации, немножко покритикую, не всегда наши юристы, представители правительства вот этой ситуацией пользуются, не всегда грамотно. Ну, на самом деле, прочитав фабулу изначально, я почему-то так и думал, я очень хочу поблагодарить суд, что наши с вами выводы сошлись. Ну, в целом хочу сказать, молодцы, Станиславу Юрьевичу большое-большое спасибо. Особенно мы тут посовещались, пока вы совещались, Ваша честь, пришли к выводу, что особо нужно похвалить Суворову Анну, безусловно, Нарбоеву Туляну и Никашову Полину. Особенно выделить. Еще я главное понял, что у юриспруденции в Бурятском государственном университете женское лицо. Что мальчиков я не увидел среди ораторов. Судья главный. Да, и вот приходя к суду, я понял, что Борис Станиславович засиделся в Верховном суде, пора освобождать место молодым. Суд тоже очень понравился. И я надеюсь, очень надеюсь, что в ближайшее время в судебных постановлениях СПЧ мы увидим адвокат Никашова Полина Батьковна, практикующая в городе Улан-Удэ, а не только Светлана Кимовна Бураева, наша горячо любимая. Я очень хочу об этом услышать рано или поздно, потому что как-то вот мы не звучим в Страсбурге, именно наш регион и наша Бурятия. За редким исключением, конечно. Все, всем спасибо, было здорово.